Да. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на вебинаре, который посвящен организации внутреннего контроля качества при реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с учетом профессиональных стандартов. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь на открытый профессиональный диалог. Я сразу хочу вас проинформировать, что сегодняшний вебинар – это первый вебинар, и он носит характер именно информационный. В августе, а именно в 20-х числах августа, мы проведем еще серию уже обучающих вебинаров для тех сотрудников организации профессионального образования, которые сегодня отвечают за внедрение системы качества в каждой образовательной организации. Но чтобы, конечно, такой семинар провести, мы бы хотели все-таки начать с информационного вебинара, и нам очень важно от вас получить обратную связь, потому что сегодня мы с вами обозначим наши общие цели, определим процедурные моменты, связанные с тем, каким образом на уровне каждой образовательной организации должна осуществляться введенная на уровне Республики Коми система менеджмента качества. И я очень хочу, чтобы вы в чате смогли задавать вопросы. Я хочу вас проинформировать, что Координационный совет по развитию профессионального образования Республики Коми, который состоялся 5 июня 2019 года, принял решение о том, что принятые на ученом совете нашего института методические рекомендации по организации внутреннего контроля качества реализации АПОП СПО, они должны быть распространены и приняты в работу каждой образовательной организации. Сегодня я вам представляю структуру данных методических рекомендаций, и все-таки я решила начать именно с того, что мы все с вами хорошо понимаем, что сегодня мы находимся на этапе модернизации программ среднего профессионального образования. Прежде всего, в соответствии с целями и задачами национального проекта образования. Я еще раз внимание обращаю, что мы рассматриваем каждую основную профессиональную образовательную программу как ту структурную единицу нашего образовательного пространства, которая позволяет, первое, показать, каким образом каждая программа связана с инвестиционным развитием нашей республики. Каким образом основная профессиональная программа сегодня рассматривается именно как востребованная программа. И каким образом через основную профессиональную образовательную программу мы можем оценить компетенции, которые формируются у наших выпускников. То есть основная профессиональная образовательная программа для нас и является той структурной единицей, которая будет являться основой для нашего с вами анализа. Итак, уважаемые коллеги, я напоминаю, что в рамках федерального проекта образования мы обязаны обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. И федеральный проект «Молодые профессионалы», он как раз направлен на модернизацию профессионального образования, прежде всего с точки зрения трансформации объектов и результатов. Давайте вспомним, что же такое для нас объект и результат трансформации. Мы с вами, конечно, прежде всего говорим, что происходит трансформация сети образовательных организаций. Конечно, мы говорим, что мы постоянно работаем с педагогическими кадрами,
И в настоящее время, выявляя профессиональные дефициты и потребности педагогических кадров, мы выстраиваем очень правильные профессиональные траектории развития каждого педагога. Конечно, мы работаем над модернизацией инфраструктуры, материально-технической базы каждой образовательной организации. И, конечно же, мы трансформируем основные профессионально-образовательные программы, которые сегодня уже сформированы и реализуются на основе профессиональных стандартов. Что же происходит в рамках именно федерального проекта «Молодые профессионалы»? Наша задача синхронизировать все наши образовательные программы с теми задачами, которые сегодня мы должны реализовывать в рамках национального проекта «Наука» и в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Что мы здесь имеем в виду? Мы здесь имеем в виду, что основная образовательная программа для нас, для представителей среднего профессионального образования, является именно той структурной единицей, через которую меняется содержание нашего образования. Поэтому формирование цифровых компетенций, формирование именно такой программы, которая позволяет формировать именно новые технологии, ее реализации. Это все сегодня одна из наших важнейших задач. Поэтому, конечно, с точки зрения модернизации среднего профессионального образования на уровне Российской Федерации разработан комплекс мер. Вы видите его сегодня на экране, и я внимание обращаю, что в данном комплексе мер представлена, конечно, система нашей работы. Внимание обратите. Это создание условий для совершенствования системы среднего профессионального образования. Внимание обращаю, именно условий. Вторая очень важная позиция с точки зрения стратегии развития нашей системы – это обеспечение соответствия квалификации выпускников наших организаций требованиям международных стандартов и передовым технологиям. Вот здесь вот очень четкая синхронизация с национальным проектом «Наука» и национальным проектом «Цифровая экономика». Третье направление – это консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования. Именно эта консолидация сегодня позволяет нашим выпускникам быть востребованными не только в республике, но и на уровне Российской Федерации всеми структурами, всеми бизнес-структурами, всеми государственными структурами. Ну и четвертое направление – это, конечно, постоянный мониторинг качества подготовки кадров. Я хочу внимание обратить, что согласно статьи 2 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, качество образования – это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося. Качество образовательной программы на уровне Российской Федерации рассматривается как критерий эффективности деятельности профессиональной образовательной организации. Поэтому все стратегические направления модернизации профессионального образования, которые мы только что с вами озвучили, они направлены на достижение нового качества каждой основной профессиональной образовательной программы. Конечно, вы все знаете, что сегодня происходит трансформация и перечня федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Я хочу вам напомнить, что 22 мая в Национальном агентстве развития квалификации проходило совещание, на котором обсуждался проект обновленного перечня профессий и специальностей СПО. И Инна Александровна Чараскутова подтвердила, что при введении в действие актуализированного перечня профессий и специальностей СПО сохраняется актуальность включения в федеральную повестку демонстрационного экзамена, который реализуется в соответствии с базовыми принципами качества образования, объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования. Для нашей республики 2019 год стал знаковым для
внедрение системы оценки качества образования. 9 января 2019 года была утверждена региональная, а именно республиканская модель системы оценки качества образования. Объектом оценки является, конечно, уровень качества среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях нашей республики, который включает в себя качество содержания образовательных программ, качество условий организации образовательного процесса и качество образовательных результатов. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что вы все знаете содержание данного приказа, вы уже начинаете формировать внутреннюю модель оценки качества образования на основе той модели, которая представлена в приказе от 9 января 2019 года. Я сразу хочу внимание обратить, что в данной модели, это очень важно, потому что в данной модели представлена и наша профессиональная позиция, качество среднего профессионального образования оценивается субъектами оценки по следующим направлениям. В рамках проведения процедур лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля надзора, конечно, внешних оценочных процедур, чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills, Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся, аттестации педагогических кадров, проведение конкурсов профессионального мастерства, проведение мониторинга системы среднего профессионального образования и, конечно, в рамках участия каждой профессиональной образовательной организации в независимой оценке качества деятельности профессиональных образовательных организаций. Конечно, хочется внимание обратить на структуру качества среднего профессионального образования. Я вам напомню, что в статье 7 и в 11 Федерального закона об образовании в Российской Федерации определяется, что сегодня система качества образования обязана быть внедрена на основе международных стандартов качества образования в каждой образовательной организации. И сфера образования обязана, и в данном случае это, конечно, государственная политика, формировать и обновлять федеральные государственные образовательные программы, примерные образовательные программы, а уже на уровне каждой образовательной организации разрабатывается и реализуется образовательная программа, разрабатываются фонды оценочных средств и происходит внутренняя оценка качества обучения. Конечно, международные стандарты, они основаны на 3 процессах. Это на качестве всей системы среднего профессионального образования, которая сформирована на уровне Российской Федерации, на качестве процессов, которые формируются на уровне каждой образовательной организации, и на качестве результатов. В соответствии с идеологией международных стандартов управление качеством стандартов ISO 9000, всеобщего менеджмента, качества, TQM, условиями достижения результатов всегда будет являться скоординированная работа по руководству и управлению профессионально-образовательной программой применительно именно к качеству образования. И сегодня нам очень важно, что профессиональные стандарты для нас, для нашей системы являются научно-методической основой для формирования, обновления в ГОС и каждой основной профессиональной образовательной программы. Хочу внимание обратить, что сегодня на уровне каждой образовательной организации может быть сформирована типовая модель системы качества образования. Сразу хочу сказать, что в методических рекомендациях мы
представляем данную типовую модель, которая может быть принята как основная модель системы качества. Так вот, я хочу внимание обратить, что управление качеством образовательной программы – это всегда деятельность оперативного характера, которая включает в себя различные процедуры внутреннего контроля. И, конечно, обеспечение качества, оно происходит путем использования различных функций. Вы видите их на слайде. Это, конечно, все начинается с планирования качества процессов, управления качеством процесса, обеспечение качества процесса, улучшение качества процесса, оценка качества процесса. Именно функции планирования и контроля качества, коммуникации, правильное информирование всех сотрудников, всех заинтересованных лиц, работодателей, обучающихся. Вопрос, связанный с разработкой, внедрением мероприятий, принятием решений по качеству. Это все именно типовая модель, которая в настоящее время может быть рассмотрена прежде всего именно с точки зрения деятельности руководства по формированию типовой модели качества. Конечно, вы уже используете это в своей профессиональной деятельности, но я хочу еще внимание обратить, что на сегодняшний момент мы все понимаем, что наша основная профессионально-образовательная программа – это совокупность документов, которой присущи определенные характеристики. Вы на слайде их видите, я не буду напоминать их. Но мы должны понимать, что основное требование к нашим программам – это требование соответствия наших программ требованиям профессиональных стандартов и требованиям к результатам освоения образовательной программы с учетом передовых технологий. Я напоминаю, я не случайно делала вам отсылку на два национальных проекта. Национальный проект «Наука и цифровая экономика». И также наши результаты должны быть синхронизированы с международными стандартами WorldSkills. Поэтому, если мы говорим о влиянии профессионального стандарта на образовательную программу, мы все хорошо понимаем, что профессиональный стандарт, он влияет на все элементы образовательной программы, на все структурные элементы образовательной программы. А значит, каждая организация уже разработала методический инструмент, который в нашем случае является основой для внутреннего контроля качества основной профессионально-образовательной программы. И именно организация внутреннего контроля на основе профессиональных стандартов определяет в настоящее время результат нашей с вами деятельности. И, конечно, я хочу внимание обратить, что вот такой информационный посыл, который я вам сейчас представила, он связан с тем, что наши методические рекомендации, они содержат 6 разделов. И в рекомендациях будет очень подробно представлена информация, которую я вам уже озвучивала. Будет представлена характеристика международных и российских стандартов качества. Будут представлены процессы, связанные с управлением качеством образования на различных уровнях, на федеральном и республиканском, и на уровне профессиональной образовательной организации. Будут представлены рекомендации по разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ на основе профессиональных стандартов. Будут описаны внешние и внутренние процедуры оценки качества программы, представлены алгоритмы внутреннего контроля, а также представлены информационно-методические ресурсы, которые можно использовать для формирования системы управления качеством программы. Остановимся только на некоторых профессиональных методических траекториях. Итак,
мы с вами уже об этом говорили, основная профессиональная образовательная программа – это объект управления качеством образования, который сегодня рассматривается на стыке двух стандартов – профессионального стандарта и нашего федерального государственного образовательного стандарта. В Российской Федерации основными процедурами внешней оценки и признания качества основной профессиональной образовательной программы является, конечно, ежегодный мониторинг качества подготовки кадров, государственная аккредитация и новая для нашей республики процедура – профессиональная аккредитация. Нам очень важно, что нам удалось в методических рекомендациях показать соединение двух механизмов внешней оценки и внутренней оценки контроля качества программ через формирование программ внутренних аудитов и программы самообследования. Итак, давайте внимание обратим на внешние процедуры оценки, которые должны обязательно учитываться при формировании внутренней оценки. Конечно, это мониторинг качества подготовки наших кадров. Ежегодно Российская Федерация проводит федеральный мониторинг качества подготовки кадров, который является публичным и демонстрирует общественности позиции каждой образовательной организации на уровне Российской Федерации. Вы видите, уважаемые коллеги, что на уровне Российской Федерации формируется топ-500, и основанием для формирования топ-500 является процедура именно внешнего контроля качества образования. Обращаю внимание, что критериями и результатами мониторинга является 8 критериев. На самом деле 8 критериев, они еще раскладываются, и общее количество показателей мониторинга 77. Конечно, возникает вопрос, необходимо ли синхронизировать данные показатели с построением именно внутренней оценки качества основной профессиональной образовательной программы? Однозначно да, уважаемые коллеги, потому что мы с вами понимаем, что все данные критерии, начиная от образовательной деятельности, завершая реализацией программ ДПО, это все касается критериев качества нашей основной профессиональной образовательной программы. Уважаемые коллеги, в рамках семинаров, которые мы будем проводить в августе, мы более подробно уже вам расскажем о формировании алгоритмов внутреннего аудита, о формировании алгоритмов самообследования. Поэтому я очень надеюсь, что мы уже в рекомендациях смогли это продемонстрировать, и когда вы их увидите, прочитаете, ознакомитесь, вам будет, конечно, понятно, каким образом возможно это реализовать на уровне каждой профессиональной образовательной организации. Конечно, нам хочется внимание обратить на область применения результатов мониторинга, федерального мониторинга. Конечно, это включение показателей в рейтинг инвестиционного климата нашей республики, в региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста и разработки рекомендаций по распределению контрольных цифр приема, оптимизации сети профессиональных образовательных организаций и разработки, это очень важно, диверсифицированных программ развития профессиональных образовательных организаций. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, я еще раз внимание обращаю, что все показатели, а их 77, по 8 критериям, они должны являться для нас основанием внутреннего контроля качества образовательной программы. Еще одна внешняя процедура – это профессиональная общественная аккредитация. Я хочу вам напомнить, что в соответствии со статьей 96
данный вид аккредитации определяется как признание качества и уровня подготовки лиц, освоивших образовательные программы в конкретной организации. И посмотрите, каким требованиям должна отвечать программа. Требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. А значит, уважаемые коллеги, все 6 критериев профессионально-общественной аккредитации, которые вы видите на слайде, они должны быть руководством для построения внутренней оценки качества программы. Посмотрите, пожалуйста. Первый критерий – это качество подготовки, который оценивается через именно результаты независимой оценки качества. И здесь я не могу не напомнить, что наша республика сегодня включена в очень важный проект, который носит название «Государственная итоговая аттестация» в рамках независимой оценки квалификаций. 6 профессиональных образовательных организаций сегодня включены в данный проект, который впоследствии, конечно, позволит данным организациям очень логично встроиться в те требования, которые предъявляет профессионально-общественная аккредитация. Очень важно, что данный проект позволяет не только в рамках государственной итоговой аттестации пройти независимую оценку квалификации, но и в рамках промежуточной аттестации. А второй критерий нам уже понятен. Конечно, мы должны не только разработать программу на основе профессиональных стандартов, но доказать соответствие планируемых результатов обучения требованиям профессиональных стандартов. Доказать соответствие учебных планов, рабочих программ, оценочных материалов и процедур с запланированным результатом обучения. И, конечно, не все я сейчас критерии представлю, я наиболее важные сейчас озвучила. Я хочу внимание обратить на очень важный критерий. Критерий, который связан прежде всего с участием работодателей. Посмотрите, пожалуйста, мы, конечно, приглашаем работодателей. И мы понимаем, что когда мы говорим о работодателях, мы зачастую понимаем, что работодатели у нас появляются только на этапе уже государственной итоговой аттестации. Так вот, в рамках внешнего контроля качества в настоящее время уже определяется участие работодателей как соавторов программ и учебно-методических материалов. Именно работодатели должны готовить экспертные заключения на каждую основную профессиональную образовательную программу, быть включены в проведение занятий и руководить проектно-исследовательской деятельностью. Нам очень важно, что все данные критерии, я еще раз внимание обращаю, что данная презентация будет опубликована, но именно вот данная схема, она очень хорошо показывает, что согласно менеджменту качества необходимо именно показать, каким образом цели основной профессионально-образовательной программы и результаты, они не только совпадают, но они приводят действительно к одному комплексному решению. И это решение связано с тем, что на каждом этапе, и в каждом критерии это показано, обязаны участвовать работодатели. Далее я хочу внимание обратить на сами формы, наверное, следующие, уважаемые коллеги, да, сами формы участия работодателей в формировании образовательных программ и ресурсов. Посмотрите, пожалуйста, мы тоже в рекомендациях более подробно это опишем, но мы видим, что на уровне Российской Федерации определяются основных 3 направления деятельности работодателей. Прежде всего, это их участие. И именно благодаря им мы понимаем, каким образом
сегодня формируются контрольные цифры приема. То есть это должна быть действительно потребность работодателя, которая связана с тем, что работодатели осуществляют анализ своих потребностей, выявляют и оценивают, может быть, даже те проблемы, которые сегодня существуют в системе подготовки, и предлагают именно как активные участники нашей системы среднего профессионального образования рекомендации по именно разработке качественных профессиональных образовательных программ. Вторая очень важная миссия наших работодателей – это участие в различных контрольных мероприятиях. Я вам уже сказала, что сегодня наши работодатели должны быть готовы участвовать в реализации основных профессиональных образовательных программ. Они должны быть готовы участвовать в различных процедурах внешнего контроля, как в общественной процедуре аккредитации, так и в профессионально-общественной аккредитации. И даже именно это для нас будет новым, даже принимать участие в составлении рейтинга образовательных организаций на основе, конечно же, уважаемые коллеги, внешнего мониторинга, прежде всего федерального. Поэтому, уважаемые коллеги, именно эти основные направления деятельности работодателей должны обсуждаться совместно с вашим пулом работодателей. И я очень надеюсь, что наши работодатели, станут нашими действительно профессиональными партнерами. Еще один важный проект, о котором я уже говорила, это проект ГИАНОК, который тоже проходит с участием работодателей. Именно данный проект определяется как проект, который направлен на согласование интересов, на консолидацию усилий для решения общей задачи, обеспечение подготовки наших студентов в соответствии с требованиями рынка труда. Я внимание уже обращала, что сегодня 6 организаций принимают участие в данном проекте, и нам, конечно, очень важно, что этот проект, он является еще для нас, наверное, таким новым направлением. Мы будем еще анализировать его результаты, но с точки зрения качества, системы качества образования, менеджмента качества, это тоже для нас очень важный такой системный проект. Потому, уважаемые коллеги, я внимание обращаю, что я отразила 3 внешние процедуры, которые напрямую сегодня связаны с оценкой качества наших программ. Это федеральный мониторинг, это общественная и профессиональная общественная аккредитация программ, и это проект ГИАНОК. Это те внешние процедуры, которые сегодня имеют свои регламенты и которые мы будем встраивать вместе с вами во внутренние процедуры оценки качества программ. И мы сейчас, конечно, должны перейти к управлению качеством образовательной программы на уровне уже профессиональной образовательной организации. Тоже это отдельная структурная часть наших методических рекомендаций. Сразу хочу сказать, что управление качеством образовательной программы на уровне каждой профессиональной образовательной организации основано на регламентации процедур именно внутреннего контроля качества, которые включают в себя самообследование, мониторинг, аудиты и, конечно, инструменты очень разнообразны. Давайте перечислим их. Это, конечно, измерительные материалы, которые разрабатываются профессиональной образовательной организацией в рамках проведения внешних оценочных процедур. Это контрольные измерительные материалы для проведения государственной итоговой аттестации, разработанные на основе профессиональных стандартов с участием работодателей. Это, конечно, контрольные измерительные материалы для проведения демонстрационного экзамена, разработанные профессиональной образовательной организацией с учетом материалов Союза WorldSkills. Это задания для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
это экспертные заключения по результатам оценки результатов профессиональной деятельности педагогических работников. Это протоколы сводные ведомости по итогам оценивания членами жюри конкурсных мероприятий для педагогических работников. Вот такой комплекс измерительных материалов, которые мы можем включать. И как это делать, мы тоже в метод-рекомендациях прописываем, как в ежегодное самообследование каждой образовательной программы, так и в процедуру более оперативного характера именно во внутренние аудиты. Я внимание обращаю на две, на самом деле, очень важные составляющие. Посмотрите, ежегодное самообследование для нас всегда связано именно с организацией. Так вот, я внимание обращаю, что в наших метод-рекомендациях мы как раз будем предлагать, что ежегодное самообследование может проводиться по каждой основной профессиональной программе с участием работодателей, общественных организаций и различных экспертных сообществ. На основе двух самых важных процедур – это самообследование и внутреннего аудита, конечно, всегда должны быть приняты какие-то решения, связанные с совершенствованием образовательной программы. В рамках менеджмента качества мы говорим, что должна быть принята документированная процедура, которая носит название «корректирующее действие». Поэтому вы видите на нашем слайде, что основная профессиональная образовательная программа, она ежегодно обновляется на основе, прежде всего, тех коллегиальных решений, которые приняты на уровне образовательной организации с участием работодателей после проведенного самообследования, внутреннего аудита каждой основной профессиональной образовательной программы. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы вы сегодня осознали, что единица, я еще раз на это внимание обращаю, для нас единицей именно качества СПО сегодня является основная профессиональная образовательная программа. Нам очень важно, что сегодня именно такая логика и правила обновления каждой образовательной программы на основе профессиональных стандартов напрямую связана с идеологией качества образования. Я хочу, конечно, внимание обратить, что сегодня на уровне Российской Федерации разработано очень много методических, информационных, ресурсных систем. Я обращаю внимание, что для нас важными информационными ресурсами стали, конечно, ресурсы Федерального учебно-методическое объединение СПО, вы видите адрес на нашем слайде, и, конечно, новая структура, которая работает именно под управлением Министерства просвещения, Государственный институт новых форм, который на своем сайте всегда публикует очень актуальную информацию, которая связана именно с процедурными моментами, направленными на повышение качества образования. Вот несколько наиболее актуальных документов я даже сегодня представлю на нашем слайде. Поэтому сегодня именно эти два ресурса, они имеют очень хорошую нормативную, методическую базу, которую мы все с вами можем использовать. Таким образом, уважаемые коллеги, самое главное сегодня, что проведенный информационный семинар в форме вебинара, он был направлен на то, чтобы сегодня обозначить именно нашу совместную задачу по внедрению на уровне каждой образовательной организации системы внутреннего контроля основной профессиональной образовательной программы, которая уже реализуется на основе профессиональных стандартов. И я еще раз резюмирую свое выступление и хочу внимание обратить, что методические рекомендации сегодня уже проходят экспертизу, что внутри данных рекомендаций 6 разделов, и самая главная профессиональная позиция, что сегодня объектом оценки является основная профессиональная образовательная программа и две основные процедуры, а именно самообследование и внутренние аудиты, которые встроены
именно во внутреннюю систему оценки качества образования должны быть синхронизированы со всеми критериями и показателями внешних процедур оценки качества образования. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что данный вебинар мы будем считать как вводным, информационным. Я очень надеюсь, что мы получим вопросы, которые покажут прежде всего вашу профессиональную потребность в дальнейшем рассматривать данную тему, связанную с качеством образования. И в дальнейшем, я думаю, проведем как серию вебинаров, так и какие-то очные семинары. Уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы в чате. У нас сегодня, к сожалению, не вижу, вопросов нет. У нас, к сожалению, сегодня нет возможности вас подключать. Поэтому я хочу, чтобы вы восприняли данную информацию к своему именно профессиональному сведению. Я очень надеюсь, что вы знаете наш электронный адрес. Вы можете писать мне на электронный адрес, задавать какие-то вопросы. И самое главное, уважаемые коллеги, что мы продолжим с вами не рассуждать, уже не информировать, а обучать вас именно по данной теме в конце августа, уважаемые коллеги. Поэтому я рада, что сегодня были подключения, у нас хорошее количество подключений. Я надеюсь, мы с вами продолжим эту работу. Презентацию, уважаемые коллеги, мы вам по запросу будем передавать на основе тех подключений, которые сегодня мы видим. Поэтому, уважаемые коллеги, готовы выходить с вами на прямую связь в дальнейшем для того, чтобы активизировать нашу работу по повышению качества каждой основной профессионально-образовательной программы, которая сегодня, уважаемые коллеги, действительно соответствует и федеральным государственным образовательным стандартам, и профессиональным стандартам. Спасибо, уважаемые коллеги. До новых профессиональных встреч.